Селям алейкум. Еще никому не удавалось прожить жизнь и не испытать горе утраты. Надеемся, что наша сегодняшняя программа кому-то поможет прожить переживания от утраты близкого человека, а кому-то помочь скорбящему. Как поддержать, как сообщить о смерти близкого человека детям. В каких случаях можно справиться самому и в каких случаях лучше обращаться к специалисту, мы спросим у врача-психотерапевта, психолога, психиатра Эрисмаль Исмаиловой. Селям алейкум, Эрисмаль. Что нужно знать каждому взрослому человеку, который уже столкнулся с горем утраты или неминуемо столкнется с этим? Даже дети должны знать о том, что у горевания есть как начало, так и окончание. Хотя поначалу кажется, что если человек погрузился в эту тьму после смерти близкого человека, что он из нее больше уже и не выберется. Самое сложное чувство, которое испытывают люди, столкнувшиеся с утратой близкого человека, это, конечно же, чувство вины. Иногда оно реальное, но чаще надуманное. Люди вспоминают, что было связано с этим человеком, испытывают очень много чувства вины за то, что возможно, они могли как-то повлиять на продолжительность его жизни, могли как-то повлиять на качество их отношений. В общем, прокручиваются всевозможные сценарии, и, конечно же, это все довольно болезненно. Поначалу все переживают период, когда не хочется абсолютно верить в случившееся, но именно с момента принятия безвозвратной утраты близкого человека начинается процесс работы горя, и психика начинает человека сама себя исцелять. Поначалу человеку очень сложно принять смерть близкого человека, и психика отказывается верить. Но именно с того момента, как произойдет принятие, начнется работа горя. И да, человек должен как можно больше погружаться в воспоминания, связанные с умершим человеком, и построить с ним теперь, построить новые отношения, в которых этот человек только в воспоминаниях, и адаптироваться к миру уже без него. И эти воспоминания, в которые он погружается, в итоге помогут человеку перейти из состояния горевания в состояние светлой печали. Тогда можно будет считать, что работа горя завершена. Какой бы вы совет дали людям, которые сейчас поддерживают тех, кто утратил близкого человека? В первую очередь надо понимать, что вы должны находиться рядом с этим человеком и прислушиваться к нему. Если он просит о помощи, оказать ее. Если не просит, скажем, быть рядом и не быть навязчивым, но показывать, что вы рядом. В идеальном случае, когда горюющий сам говорит о том, какая именно ему помощь необходима в данный момент. Но так бывает не всегда. Главное дать понять человеку, что вы готовы оказать ему поддержку и позаботиться о нем. Ну и говоря о поддержке близких, как тактично, как правильно предлагать и оказывать эту помощь? Дело в том, что горевание каждого человека уникально, и нет никакой общей заготовленной техники, шаблона, инструкции, как нужно помогать всем людям. В первую очередь вам нужно попытаться понять человека, который столкнулся с этой ситуацией, и только после того, как вы его поймете, уже, скажем так, быть понятым, то есть уже после этого выстраивать